Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 83-й день войны России против Украины и против всего свободного мира. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номера телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И не забывайте обязательно ставить лайки. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше людей смогут увидеть программы, которые мы делаем, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Но этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Представители Министерства финансов Соединенных Штатов Америки на встрече министров финансов стран G7 предложит ЕС ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. Тарифный механизм, предлагаемый представителями США, будет разработан для того, чтобы оставить российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта, аргументирует свое предложение в американском Министерстве финансов. Я напомню, что вчера на встрече глав МИД Европейского Союза они так и не смогли договориться по нефтяному эмбарго против России, который активно блокирует, как мы знаем, Венгрия. Германия же планирует прекратить импорт российской нефти на конец года, даже если Европейскому Союзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакета санкций. Я напомню, что это должен был быть 6-й пакет санкций, который вчера, к сожалению, главы МИД Европейского Союза не согласовали, так как этот пакет санкций включал в себя полное эмбарго на российскую нефть. Мы знаем, что ряд стран Европейского Союза, и в частности Венгрия, ветируют такую меру. С нами сейчас на прямой связи Микола Бучан, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету Львівська політехніка. Пане Микола, вітаємо вас. Селям алейкум, слава Украине! Героям слава, доброго вечера. Пане Микола, вчера Европейский Союз, как я сказала выше, главы МИД не договорились о введении полного эмбарго на российскую нефть, а по сути не приняли 6-й пакет санкций против России. Что это означает? Почему? Неужели не получилось переубедить Венгрию? Ведь еще 2 недели назад глава европейской дипломатии Жозеф Боррель говорил, что государства-члены согласуют нефтяной эмбарго против России, несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии. И я так понимаю, все же была надежда переубедить венгров, но не получилось. Почему? Мені здається, що коли ми говоримо про такі проблеми, і зокрема про неузгодженість дій, тут питання не тільки ембарго нафтового. Ми зараз розуміємо, що є проблеми, наприклад, із потенційним вступом Фінляндії та Швеції до НАТО, оскільки Туреччина має певні застереження. Тобто тут проблема загалом є в принципі консенсусності прийняття рішень, яке передбачає, що всі члени, учасники певного міжнародного об'єднання повинні дати згоду на прийняття таких рішень. І це, на моє переконання, є велика проблема і, напевно, певною мірою і нелогічно, тому що коли, до прикладу, там 2-3 десятки членів дають добро, а один не хоче, то тоді, звичайно, наскільки це справедливо, очевидно, що не дуже. І таким чином, отакі принципи, такі інструменти, вони дозволяють деяким членам Європейського Союзу чи НАТО, які мають свої особливі інтереси, свої особливі певні бачення, шантажувати. І це, знаєте, тут, я думаю, що в підсумку все рівно, чи Угорщину, чи Туреччину, в випадку НАТО, переконають, і рішення буде прийнято. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що якщо такі шантажі, наприклад, з боку Угорщини призведуть до того, що Угорщина в підсумку отримує певні преференції, наприклад, зараз вже почали говорити про те, що гіпотетично Європейський Союз може профінансувати будівництво нафто- і газопроводів до Угорщини для того, щоб вона взамін дала дозвіл на те, щоб запровадити нафтове ембарго. Тобто такі речі, вони будуть дуже небезпечними прецедентами, які
ну скажімо, будуть стимулювати інші країни так само, ну як то кажуть, заарканитися, показувати якісь свої принципи, шантажувати, щоб теж добитись певних преференцій. Насправді це найбільш небезпечно в тій ситуації. То есть это такой ящик Пандоры, можно сказать, для других стран открывается? Так, тобто це буде прецедент, якщо, наприклад, чи Туреччина, чи в даному випадку Угорщина отримують певні позитивні результати і певні преференції, це буде дуже гарним стимулом для інших країн. Я думаю, що таких однозначно набереться, які захочуть так само сказати, що ми згодні, але дайте нам взамін то, дайте нам взамін то. І насправді це буде однозначно, як сказати, гальмувати і зменшувати ефект позитивний від підтримки України і від протидії Росії. Ну вот, если мы говорим про Венгрию, в отличие от Турции, Венгрия это страна-член Европейского Союза, и она вот отличается в своей позиции вот от других стран, которые консолидированы в вопросе введения эмбарго на российскую нефть. Вот это связано исключительно, как вы сказали, национальными экономическими интересами, это просто коммерческий интерес, или мы можем говорить об инфильтрации российской агентуры в руководство Венгрии, возможно. То есть что это? Как вы это себе объясняете? Я думаю, що тут, очевидно, чинників є багато, і я думаю, що, звичайно, економічний чинник теж буде відігравати певну роль, однозначно, але я думаю, що насамперед ми маємо говорити про певні чинники політичні. Ми прекрасно розуміємо, що Віктор Орбан і взагалі Угорщина дуже давно вже отримали і мають статус союзника Росії у Європі. І фактично, якщо ми візьмемо політику Орбана і Угорщини впродовж багатьох років, то вона дуже часто була співзвучна із риторикою і з діями, які вчиняла Росія. І крім того, ми так само розуміємо, що стиль Віктора Орбана, який належить до так званих правих популістів, такий певною мірою авторитарний жорсткий стиль, за який його, зокрема, критикують в Європейському Союзі. І він певною мірою є співзвучний з тим стилем і діями, які вчиняє Росія як авторитарна держава і, зокрема, її президент Володимир Путін. І мені здається, що так само тут є певні моменти. Є, напевно, певні моменти історичні, коли так Угорщина має певні теж імперські амбіції, територіальні, можливо, претензії, бажання відновити Велику Угорщину, зокрема, можливо, і за рахунок потенційно території, які в тому числі належать і Україні. Тобто ми знаємо, що Угорщина, вона в принципі є такий, ну скажімо, проблемний член Європейського Союзу, де розглядалося неодноразово питання про, наприклад, і певні санкції, обмеження стосовно з Європейського Союзу стосовно Орбана і Угорщини, де, наприклад, вона має непрості стосунки з сусідами, які навіть, до прикладу, є членами такого об'єднання, як Вишеградська четвірка, і все рівно між ними зараз є дуже багато протиріч, дуже багато конфліктів, які фактично навіть ставлять під питання, ну скажімо, можливість існування цього об'єднання в майбутньому. Тобто, на жаль, я думаю, що на даний момент є дуже багато чинників, але насамперед тут, напевно, варто зважати на постать Віктора Орбана, який фактично дуже багато робить його команда для того, щоб все-таки Україна отримала меншу підтримку від Європи і частково з певною мірою нівелювалися ці негативні впливи з боку західних партнерів України щодо Путіна і щодо Росії. Ми зможемо переубедити Венгрію? Я думаю, що, напевно, не наш голос, не український голос буде тим чинником, який в кінцевому випадку заставить Віктора Орбана і Угорщину змінити свою позицію. Я думаю, що це може бути питання США, я думаю, що це може бути питання загалом Європейського Союзу, який, в принципі, вже кілька разів наголошував на тому, що якщо, до прикладу, якийсь член ЄС буде проводити політику, яка суперечить загальній політиці Європейського Союзу, яка нівелює цю політику, то гіпотетично така країна може отримати певні обмеження чи навіть санкції. Я думаю, що якщо Європейський Союз не поведеться на цей шантаж з боку Орбана, і якщо Європейський Союз буде ставити певні жорсткіші вимоги до того, що якщо ти є член нашого об'єднання, ти маєш проводити відповідну політику, то я думаю, що тоді і бажання Угорщини маніпулювати і щось вимагати буде суттєво зменшено. Ну вот, когда мы говорим про Европейский Союз, имеется в виду вот такая некая консолидированная институция, да, которая сегодня противостоит российской агрессии. Но при этом мы понимаем, что Европейский Союз тоже очень сильно поляризован, который разделен, как говорят многие политические аналитики,
поправки на старую и на новую Европу. Новая Европа – это страны Балтии, там Польша, которая нас активно поддерживает, и старая Европа, в авангарде которого стоят Германия и Французская республика. Вот нет ли у вас ощущения, что страны старой Европы сейчас вот как раз пытаются подтолкнуть Украину на переговорный процесс? Мы помним недавнее заявление президента Украины Зеленского относительно того, что Макрон предлагал ему поступиться суверенитетом Украины на определенном этапе. Вот такого опасения и такого ощущения у вас нет? Ну, звичайно, що така загроза буде існувати завжди. Ми насамперед маємо розуміти, що Європейський Союз і лідери Європейського Союзу, і загалом жителі Європейського Союзу, вони переживають певний етап так само стресу, переосмислення, етапу консолідації чи деконсолідації. Тобто, насправді, російська пропаганда, яка дуже ефективно і активно діяла впродовж десятків років на просторах Європейського Союзу, вона відіграла свою роль, і фактично дуже багато країн, європейських політиків і населення країн Європи, вони не вірили в те, що Володимир Путін може напасти на Україну. Вони дуже часто бачили Україну як мінімум такою ж самою винною в певних конфліктах, як і Росію. Тобто тільки зараз, після відвертої агресії, ці країни, їхні лідери почали бачити реальну картину, почали прозрівати, але зрозуміло, що зараз на даному етапі сказати, що це має, скажімо так, на 100% кардинально змінитися такий швидкий період, напевно, це недоречно. І тут найважливіше є те, що ми маємо розуміти, що будь-який політик, я маю на увазі будь-яких лідерів країн Європейського Союзу, вони, якщо хочуть мати політичне майбутнє, вони завжди будуть орієнтуватися на бажання і пріоритети своїх громадян. І в даному контексті, на щастя, зараз для України ми маємо певні позитивні тенденції, позитивні тренди, тому що, як ми бачимо чітко, більшість, така переважна, тотальна більшість жителів країн Європейського Союзу, вони однозначно на стороні України, і вони однозначно проти Росії. І в даному випадку будь-які дії лідерів країн Європейського Союзу, які будуть протиречити отим бажанням виборців, вони будуть ставити певний хрест на їхніх політичних преференціях, на їхньому політичному майбутньому. І я думаю, що поки оця тенденція буде зберігатися, допоки в будь-якому випадку лідери країн ЄС, вони будуть намагатися уникати тих речей, які будуть антиукраїнськими, і навпаки завоювати певні політичні преференції, бали, протидіючи російській агресії і російському впливу. То есть, по-вашему, вот цель именно Европейского Союза, она какая? Ну вот цель Соединенных Штатов и Британии была очень четко артикулирована министрами обороны Соединенных Штатов и Британии. Они четко сказали, что будут помогать Украине до последнего, до полной победы Украины, до полного восстановления территориальной целостности нашей страны. А что касается Европейского Союза, вот есть ли консолидированная общая теза ЕС? Я думаю, що, напевно, такої тези немає. Ви правильно сказали сьогодні про те, що Європейський Союз – це цілий конгломерат різних країн, які кожна має свої слабкі і сильні сторони, своє бачення, своє геополітичне розташування, свої інтереси. Ми розуміємо, що, на жаль, дуже багато країн ЄС зараз сидить на російській газовій голці, і це теж є дуже велика проблема, від якої так легко не позбутися. Ми знаємо, що в Європейському Союзі все рівно є доволі великий пропагандистський та агентурний вплив Росії. І що найважливіше, Європа донедавна боялася того, що Росія анексує і знищить Україну. А зараз, звичайно, коли появилися ознаки чіткі того, що Україна може перемогти і, відповідно, це може знищити Росію, це так само, звичайно, лякає Європу. Тому що її лякають такі питання, по-перше, а як буде з енергетичною безпекою, якщо, до прикладу, в Росії почнеться чи громадянська війна, чи розпад Росії, тоді, відповідно, які будуть гарантії, чи не буде енергетичної кризи, чи не буде порушена енергетична безпека. Друге важливе питання – це питання ядерної безпеки, тому що поки що ядерна зброя є централізована в одних руках. Якщо, до прикладу, Росія розпадеться на кілька частин, гіпотетично може появитися кілька країн,
чи кілька центрів, які будуть володіти ядерною зброєю. Це, в принципі, турбує не тільки Європу, але так само і Британію, і Америку, і весь світ, тому що це зменшує рівень контрольованості ядерної безпеки і збільшує рівень ядерної загрози. Ну і багато інших моментів. Тобто, поки що, на жаль, так виглядає, що Європа ще до кінця не готова змиритися з тим, що такий партнер, без якого вони собі ще донедавна не уявляли відносини, як Росія, що він може зникнути з геополітичної мапи, і відповідно вони розгублені і не розуміють, як їм в такому випадку себе поводити. То есть в таком случае можно ли... Да. З часом ця ситуація буде потрошки відігравати більшу роль на користь України. Но вот в таком случае можем ли мы сказать, что война в Украине – это такая цивилизационная война по завершению, а точнее после победы Украины, после чего мы увидим полностью смену миропорядка? Однозначно, це якби вже очевидна істина. Тобто зараз не йде війна у Росії і України, зараз фактично йде війна між цивілізованим демократичним світом і між авторитарним світом нецивілізованим. Зараз йде війна, яка, по-перше, поміняє безпекову ситуацію в країні, тому що ми вже в світі мається на увазі, тому що ми вже зараз фактично бачимо певні геополітичні контури нових моделей світової безпеки. Ну, зокрема, це може бути і в форматі НАТО, і в форматі інших союзів, наприклад, як ми говоримо про союз Польщі, Британії, України і так далі. Це є партнерство України і США як стратегічне, тобто це перше. Друге, це питання взагалі зміни міжнародної системи, тобто ми мали біполярну систему до 91-го року. Потім, після розпаду СРСР, ми отримали монополярну систему на чолі з США. Зараз стоїть теж питання, що Росія, фактично починаючи цю війну проти України, вона значною мірою хотіла повернути власне цю біполярну систему, де вона знову стане одним з центрів впливу, який буде разом з США вирішувати долю всього світу. То есть, по сути, Путин просто хотел распределить сферы влияния Соединенными Штатами. Однозначно, тобто він хотів відродити, ну так, своєрідне СРСР, де Москва буде тим центром прийняття рішень, за яким буде стояти, ну там, скажімо, цей недемократичний світ, і вона буде в фарватері і буде разом з США ділити сфери впливу, як було колись між США і СРСР. Але вже очевидно, ну між іншим, цей біполярний світ, він може дійсно відновитися, але в такому випадку однозначно Росія не буде центром. Наприклад, таким центром гіпотетично може стати Китай. І є певні ознаки того, що, до прикладу, якщо Росія ще суттєво ослабне, відповідно, цей роль Китаю геополітично збільшиться, і він може стати тим центром впливу, який буде разом з цивілізованим світом ділити сфери впливу загалом на планеті. То есть, в принципе, все то, что происходит сейчас, это на пользу Китаю и выгодно Китаю. Правильно я вас поняла? Ну, воно вигідно з одного боку, але з другого боку є теж і певні моменти. Тобто ми розуміємо, що Китай і США – це є геополітичні противники. І фактично Росія була певним геополітичним союзником для Китаю в протидії впливу Америки, впливу Заходу. І зараз фактично Китай, він в такому, ну, доволі цікавому положенні, тому що з одного боку, звичайно, якщо Росія програє, він втратить свого, ну, такого доволі важливого союзника геополітичного. З другого боку, він не може собі дозволити його підтримати, тому що фактично Китай дуже великі зусилля і акценти робить саме на м'якій силі, на економічному впливу. І фактично, якщо він буде підтримувати відвертого агресора, відверто його підтримувати, то це дуже сильно може вдарити по його економічних можливостях, по торгівельних можливостях. І відповідно, це може дуже суттєво понизити його статус. Крім того, якщо Росія буде послаблятися, відповідно, ми розуміємо, що Китай теж має певні територіальні претензії до Росії, і відповідно послаблення Росії однозначно зробить Росію або васалом, або просто прямо дозволить Китаю певні території приєднати і збільшити свій потенціал. Тобто тут є насправді дуже багато моментів і можливостей. Китай зараз проводить таку політику очікування. Він з одного боку не має права, і це невигідно для нього відверто підтримувати Росію, але з другого боку і відверто йти проти Росії теж не може, тому що це буде посилювати позиції Америки і Заходу. Тому він поки що вичікує, він поки що певною мірою маневрує, і залежно від того, де буде ситуація, Китай однозначно буде ставити на переможця. Якщо Україна буде перемагати, Україна теж є доволі важливим і геополітичним, і економічним партнером Китаю, тому що фактично через Україну може відбуватися транзит
китайських товарів і певні взаємозв'язки між Європейським Союзом, який є дуже потужним партнером для Китаю, і самим Китаєм. Тому, в принципі, я думаю, що чим більше Україна буде перемагати, тим більше буде мінятися позиція Китаю на користь України и навпаки проти Росії. Ну, очень выгодная вот такая выжидательная позиция сейчас у Однозначно, Китая. так. И вот такой вопрос. Вот вы упомянули систему безопасности. Мы увидели, что война в Украине полностью нивелировала всю мировую систему безопасности. Она проявила свою, скажем так, недееспособность. В принципе, мы это наблюдали еще в 2008-2014 и даже раньше. Но вот сейчас она вот прям очень сильно открылась. И видно, что даже тот же Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, где в составе которой есть страна-агрессор, она недееспособна. Вот по поводу системы безопасности миропорядка и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, как вы видите будущее этой структуры? Ви знаєте, напевно, логічним кроком мало би стати ситуація, яка була колись аналогічна із Лігою Націй, коли вона не змогла, скажімо, протидіяти і не допустити Другої світової війни. Вона, як організація, показавши свою недієздатність, була розпущена і замінена ООН. Ну, очевидно, що мені здається, що в даному випадку, якщо брати по справедливості і по відвертості, напевно, ООН після завершення бойових дій, напевно, теж би мала визнати свою недієздатність і, ну, як мінімум, відбутися певна суттєва трансформація цієї організації, де, відповідно, як ви правильно сказали, не може бути місце державі, яка брутально порушує міжнародний порядок, яка брутально порушує міжнародне право, яка здійснює в 21 столітті не просто акти агресії, але ще фактично і акти геноциду, коли вона воює не просто з регулярною армією, а коли вона здійснює терор проти українського населення, проти мирних жителів. Тобто, однозначно, в такій країні не є місце в такій структурі безпеки, як ООН. Тобто, ООН має або як мінімум трансформуватися, і питання має бути в тому, що такі країни, як Росія, не мають бути членами, і тим більше не мають мати права впливу на рішення в таких інституціях. По-друге, як я вже сказав, однозначно, історія показує, що принцип вето, коли країни певні можуть ветувати певні рішення важливі і фактично нівелювати будь-які ефективність чи там ООН, чи НАТО, чи Європейського Союзу, однозначно ці принципи мають бути змінені. Але, знаєте, я все-таки, якщо говорити, наприклад, про Україну, мені здається, що в даному випадку, звичайно, що важливими є там інституційні гарантії, наприклад, чи вступ у НАТО, певне стратегічне військове співробітництво з стратегічними партнерами. Але мені здається, що в даному випадку такий найбільш важливий висновок, який ми маємо як українці, як держава, як нація зробити з цієї війни, це те, що насправді найбільш ефективною нашою безпековою гарантією будуть наші власні Збройні сили. І це вже дуже чітко проявилося. Якщо б 24 лютого ми не мали достатньо боєздатної армії, яка є не просто боєздатною, яка дуже високий має моральний і бойовий дух, і якщо б ми не змогли протидіяти російському нападу, російському вторгненню, то, очевидно, ми б зараз як держава не існувала. І будь-які гарантії і запевнення вони б зараз не допомогли. Тому ми вже дуже чітко на власній шкурі, на власному досвіді побачили, що нашою реальною гарантією є наша військова могутність, наша боєздатність. І я думаю, що в даному випадку не мало би, в принципі, бути проблем, тому що в будь-якому випадку Європейський Союз і США, наші партнери міжнародні, вони зрозуміли, що боєздатність української армії, вона може бути тим щитом, який буде захищати цивілізований світ від авторитарного світу. І я думаю, що оті речі, про які говорив Джонсон, що нам потрібно так Україну зміцнити, щоб Росія чи інша країна навіть не мала в думках можливості ще раз повторити напад. Я думаю, що ця концепція буде реалізовуватися, і Україні треба зараз з цієї ситуації взяти максимум. А, звичайно, певні впливи, певні членства в структурах, вони будуть тільки примножувати і посилювати ці гарантії і цей вплив. Чохсаглан, пане Микола, що в наше время підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Микола Бучин, доктор політичних наук, професор кафедри політології та
міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету Львівська політехніка був з нами на прямому зв'язку, а мы ждем соединения председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Традиционно в 19:20, сегодня в 19:33 мы проводим прямые эфиры с руководителем Милли Меджлиса, представительского органа крымских татар, и обсуждаем последнюю ситуацию в нашей стране, которая непосредственно касается деоккупации временно оккупированного Крыма, полуострова Крым. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Председатель Меджлиса крымтатарского народа Рифат Чубаров с нами на прямой связи. Рифат ага, селям алейкум, хайрлы акшамлар. Рифат ага, все вот последние 2 месяца мы с вами в наших эфирах практически в каждом эфире упоминали Мариуполь, говорили о последней ситуации на промзоне Азовсталь, говорили о ситуации, которая там связана с нашими защитниками. И вот сегодня, вчера вечером началась гуманитарная операция по спасению украинских защитников. Сегодня она продолжается, их вывозят на оккупированную территорию, временно оккупированную территорию, которая сейчас под контролем российских оккупантов находится. Президент Украины Владимир Зеленский и непосредственно вице-премьер-министр Ирина Верещук сказала о том, что тяжело раненых украинских военнослужащих после стабилизации их состояния Украина обменяет на российских военнопленных. Как вы смотрите на всю эту ситуацию по Азовстали? Что вы думаете по этому поводу? Ну, первое, то, что я хотел сказать, что защитники Мариуполя, они вообще все герои. И те, которые вот до последнего сражаются, уже вот в этих развалинах, подвалах завода «Азовсталь», это вообще просто люди очень мужественные. И есть хоть малейшая возможность в результате таких обменов военнопленными из российской армии спасти жизнь украинским военнослужащим, этим надо воспользоваться. Ну, относительно обмена, насколько в этом вопросе мы можем доверять России? Или же имеет место быть определенные гарантии безопасности, на ваш взгляд? Вы понимаете, сейчас много, мне кажется, просто... Я понимаю, что вы говорите, у меня тоже очень много сомнений в том, что русская сторона будет выполнять или будет соответствовать хотя бы в некоторой мере тем ожиданиям, которые есть у нас, у украинцев. Да, вы просто, наверное, видели уже заявление в Госдуме, которое сделали на протяжении сегодня. Нет, я еще не видел это заявление, могу догадываться. Просто я сегодня был занят очень многими другими мероприятиями, которые мы проводим в связи с тем, что завтра 78-я годовщина депортации крымтатарского народа, и завтра день памяти жертв геноцида крымтатарского народа. Мы вот буквально только что закончили минут 20 назад сайд-ивент, который организовало представительство Украины в Организации Объединенных Наций и представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. И я там был в числе одного из докладчиков, и я говорил о том, что в наши дни уже не остается никаких рычагов для того, чтобы оказывать давление на российские оккупационные власти, на Москву, для того, чтобы исключить преследование и крымских татар в Крыму. И не только крымских татар. Вы знаете, вот с Ириной Данилович, украинская журналистка, и 8 дней никто не знал, где она находится. Она находилась в камере ФСБ, и, видимо, ее допрашивали очень пристрастно. Я говорил о том, что на сегодня есть только один кардинальный
способ оказания помощи всем гражданам Украины, которые живут на оккупированных территориях. Это заставить Россию возвратиться в рамки международного права. Никакими призывами, обращениями этого достичь нельзя. Надо подумать о силовых методах. Но здесь есть тоже моменты, вопросов. И теперь возвращаемся к Мариуполю. Конечно, я очень хотел бы, чтобы те наши ожидания, опираясь на которые были приняты эти решения, а самое главное, чтобы ребята остались живы, чтобы они оправдались. Но то, что российская сторона будет максимально пытаться эту ситуацию использовать и для целей пропаганды, и для целей компрометации Украины, и для целей очернения украинцев как нации, у меня в этом сомнений нет. Они будут это делать. Вот вы сказали про то, что единственным выходом из всей этой ситуации является возвращение России в международное правовое поле. Когда мы говорим, ну и, собственно, поиск механизмов возвращения России в это правовое поле, когда мы говорим о России, это кто? То есть это новый какой-то режим, который будет после падения путинского, или же непосредственно путинского? Сейчас трудно представить или предусмотреть, какие могут быть конфигурации. Но, конечно, мне бы очень хотелось бы, чтобы то, что мы называем Россией, она кардинально бы просто перезагрузилась, а не то, что изменилось. Потому что там есть десятки титульных народов на этой территории, которые имеют право на самоопределение не меньше, чем русские в России. И поэтому, конечно, вот эта перезагрузка России могла бы дать шанс и башкирам, мортам, и бурятам, не быть им все время исполнителями воли Москвы и служить в качестве пушечного мяса. То, что они сейчас выступают, мне крайне обидно. Действительно очень обидно, когда я вижу в числе преступников, солдат российской армии, представителей разных народов, не русских этнических, я буду говорить так, как есть. И вот сейчас в нашей программе я смотрел буквально чуть новости, я увидел посещение оккупированного Херсона в сопровождении местного уже гауляйтера Сальдо. Рядом с ним был Кирилл Стремоусов, бывший бешеный такой, но видите, не хочу называть его блогером, но он часто использовал стримы для укрепления пророссийских целей. Там был Аксен, крымский гауляйтер, и они сопровождали Марата Хуснуллина, вице-премьер-министра правительства Москвы, правительства России. Если бы это был бы какой-нибудь Глазьев или, я не знаю, там кто-то другой, Рогозин, я бы, может, не испытывал бы такие вот чувства досады, которые я испытал сейчас. Я в свое время, когда Хуснуллина назначили как бы куратором Крыма, но он как вице-премьер курирует все вопросы, связанные с строительством, проще говоря, с большими денежными потоками. Это доверенное лицо Путина. И когда его только назначили, я предполагаю уже тогда, и мои предположения оправдались, что он будет одним из главных кураторов больших проектов оккупационной власти в Крыму, я тогда попытался достучаться до татарского общества, до татарских политиков, какие бы они сейчас осторожны не были, что это все остается в нашей памяти коллективной. Некоторые, знаете, обижаются, когда наши старшие люди, те, которые были уже взрослыми в условиях коммунистического режима, и иногда себе некоторые, не все, некоторые позволяли говорить нелицеприятно о казанских татарах. И это было связано с тем,
что советская власть для того, чтобы максимально контролировать крымских татар в местах их изгнания, а был капитанский режим. Все крымские татары были в условиях капитанского режима. И советская власть назначала комендантами офицеров казанских татар. Этим она как бы убивала двух зайцев. Ну, во-первых, языки, как бы они не были далеки, но можно было понять, о чем разговаривают спецпоследователи крымские татары. А с другой стороны, они забивали вражду между достаточно близкими народами, Крыма и казанскими татарами. И вот сейчас что-то вот подобное снова происходит. Вот буряты, солдаты, якуты, удмурты, башкиры, татары, те, которых мы называем кадыровцы, дагестанские всякие народы, которые в составе российской армии, извините меня за всякие народы, но те, которые в составе российской армии, я их так не называю, всякие народы. Вот. Они же обслуживают Москву, Кремль, и при этом думают о том, что их народы все больше и больше впадают в состояние репрессии, уничтожения собственной культуры, традиций. Это все выгодно Москве. Поэтому мне, конечно, хотелось бы, чтобы перезагрузка Москвы как минимум привела бы к такой территориальной конфигурации на месте современного российского. А сейчас есть такие силы на этих территориях, Нет, по-вашему? к сожалению, нет. К сожалению, нет. Вы понимаете, Москва очень успешно высасывает наиболее вот такие потенциально, но профессиональные силы. Опять же, как Хуснуллин. Но он действительно в своем роде профессионал. Но весь его профессионализм, он поставлен на службу даже не русским, а вот на службу правителям тоталитарного российского государства. Это очень обидно, но им отвечать за это. Я думаю, что и такие, как Хуснуллин, и руководители северокавказских республик, которые сейчас посылают своих граждан в Украину убивать украинцев, они все будут отвечать. И эта кара будет, я не сомневаюсь, не так долго придется ее ждать. Вот до нашего с вами эфира мы здесь в студии общались с хорошо известным вам Андреем Клименко, главным редактором интернет-портала Black Sea News, и мы с ним говорили о деоккупации Крыма, о деоккупации новооккупированной Херсонской области. Мы видим, как сейчас вооруженные силы не только проводят успешную контрнаступательную операцию в ряде направлений, в том числе и в Херсонской области. И вот нам Андрей Клименко сказал такую страшную даже вещь, страшный прогноз. Он сказал, что после того, как украинские вооруженные силы разгромят российскую армию на Херсонском направлении, очень высока вероятность того, что российские оккупанты на территории временно оккупированного полуострова усилят репрессии против коренного народа крымских татар. Вот такая вот месть может последовать за этим. И, конечно же, я не могу и ваше мнение по этому поводу не спросить, что думаете? Мы периодически общаемся с Андреем Клименко. Я знаю его прогнозы. Он очень высокий профессионал в своей сфере. И материалами исследований, проводимых им, его коллегами, пользуются и иные структуры Украины. Конечно, логика в его рассуждениях, она имеется, но я не хотел бы вот такого рода прогнозы озвучивать и обсуждать их публично. Я думаю, что мы должны предпринять все усилия для того, чтобы освобождение юга Украины, включая Крым, оно осуществилось в достаточно короткий способ, чтобы российская военщина не смогла бы укрепляться по отдельности на части той большой территории, которую мы сейчас называем юг Украины.
И вместе с этим вы сказали про то, что сегодня проводили сайд-ивент по поводу 78-летия. 78 лет, да, с момента депортации и геноцида прошло уже 1944 года. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом мероприятии. А после я бы хотела узнать еще относительно того, что запланировано на завтра и, собственно, как нашим соотечественникам вести себя на территории временно оккупированного полуострова Крым завтра. Я тоже хотел бы, чтобы мы успели поговорить о завтрашних мероприятиях, которые мы рекомендуем провести в оккупированном Крыму, а также на недавно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Поэтому скажу, что сегодня был насыщенный день. Была проведена публичная такая дискуссия, ряд организаций украинских, в том числе и крымско-татарских, выступили с инициативой проведения публичного диалога, депортации, массовые репрессии, искусственный голод, инструменты политики тоталитарных режимов 20 и 21 столетий. Но и это все было посвящено 78 українського роковинам геноциду крымского народу. Вообще в украинском языке, я отвлекусь, есть очень много очень точных слов, которые передают оттенки тех или иных, в общем-то, событий. Но очень трудно сказать 78-я годовщина, когда речь идет о катастрофе. А вот роковины — это вот как раз то слово, которое и дает этот должный оттенок. Модератором здесь был Андрей Иванец, много было участников, и Искандер Бариев, я там выступал, и другие наши коллеги. Это публичный диалог, да, и там были директора профильных институтов, исследователи, очень известные по репрессиям в Украине. И мы попытались выйти на единую, попытались — это не то слово, мы легко вышли на общее понимание того, что мы, когда говорим тоталитарные режимы, мы не должны избегать говорить о причинах создания, возникновения тоталитарных режимов. И вот я в своем выступлении говорил, если когда мы говорим о фашистской Германии, то здесь можем детально друг другу рассказывать, какие факторы привели к возникновению фашизма в Германии и потом установлению Рейха. А вот когда говорим о коммунистическом СССР, и теперь уже о независимой России, которая стала угрозой для всего цивилизованного мира, мы как-то немного стесняемся говорить о вот таком явлении, как русский мир. Нам кажется, что мы можем обидеть кого-то по этническому признаку. А надо говорить о том, что искривленные столетиями представления о своем месте, о месте своих соседей, эти представления, они время от времени и приводят к возникновению на территории России вот таких человеконенавистнических режимов. Это вот, если мы говорим об этом публичном диалоге. А потом 16 часов, 18 часов у нас начался сайд-ивент в Организации Объединенных Наций, новые угрозы крымско-татарскому народу в условиях тотальной российской агрессии против Украины. Я признателен и представительству президента Украины, но еще больше, не больше, а особо представительству Украины в Организации Объединенных Наций были приглашены очень много послов, представителей своих стран. И мы опять же говорили о новых угрозах, которые возникают для крымско-татарского народа, и пытались говорить о том, как этого можно избежать. И вот мой вывод был такой, он был безутешный, что пытаться продумывать новые формы воздействия на Россию в условиях, когда весь мир поставлен на грань ядерного шантажа, практически таких способов нет, кроме того, как сосредоточиться, придумать меры такого насильственного
принуждения России к соблюдению международного порядка. Но у нас еще другие мероприятия, которые проводятся, но в них участвуют и члены Меджлиса крымского народа. У нас не будет публичных таких массовых, публичных физических, как сейчас говорят, мероприятий, потому что, конечно, очень многие люди, которые задействованы, кто на фронте, женщины, дети, в эвакуации, и поэтому большая часть наших мероприятий, она проводится в режиме онлайн. Мгм. Но если мы говорим о временно оккупированном Крыме, что бы вы посоветовали нашим соотечественникам, как там проводить мероприятия, есть ли такие возможности? Я знаю, что буквально 2 часа назад так называемый Госкомнадз Крыма вместе с Муфтиятом, они обнародовали некий план мероприятий на завтра. Там участие официальных лиц, возложение цветов, этот комплекс «Сюрен», который, не буду сейчас хорошо отвлекаться на этот комплекс, но я думаю, когда мы все возвратимся, жертвам геноцида крымского народа будут созданы достойные их памяти и монументы, и другие знаки, которые будут демонстрировать наше уважение к погибшим. И эксперты говорят, что они опубликовали этот план буквально в конце рабочего дня, как реакция на план мероприятий, распространенных Меджлисом крымско-татарского народа. И поэтому я еще раз просто напомню нашим соотечественникам то, что мы рекомендуем Крыму. С утра договариваться самим между собой и возлагать цветы к башташам, к этим поминальным таким камням и памятникам, где они тоже поставлены, совершать там дуа, но сделать это таким образом, чтобы не было участия представителей оккупационной администрации, не было коллаборантов, которые им служат, и, конечно, не допускать, чтобы там кто-то приносил какую-то символику, которая бы указывала на российское оккупационное государство. Это первое. Мы призываем наших людей сегодня вечером везде, где возможно, поднимать над своими домами, на балконах вывешивать крымско-татарский национальный флаг с черной траурной лентой. И завтра 12 часов по всей Украине будет телевизионными каналами, радиостанциями звучать сигнал минуты молчания. И мы, насколько это возможно, предлагаем нашим всем соотечественникам следовать этим рекомендациям. Что касается Херсонской и Запорожской областях, впервые 18 мая и траурные мероприятия в условиях российской оккупации. Еще не 2 месяца, уже больше, но 3 месяца назад, наверное, многие сказали бы, что этого не может быть. Но это случилось. Люди не могут, вследствие того, что там сейчас российские солдаты, не поминать павших в годы депортации, на высылки своих родных, близких. Мы снова же здесь призываем совершить молебны в мечетях Херсонской и Запорожской областей без присутствия, вне присутствия представителей российских войск или каких-то там уже выявившихся коллаборантов. Также в тех населенных пунктах, где есть памятники жертвам геноцида крымско-татарского народа, возложить цветы и совершить небольшие молебны. Это, пожалуй, все то, что с чем мы обращаемся к нашим соотечественникам. Но самый главный призыв в любом случае абсолютно игнорировать все мероприятия, которые в этот день будут проводиться российскими оккупационными властями. Под какими бы поводом они не приглашали людей,
очевидно, что но оккупанты, даже если они имитируют но некое свое сочувствие к жертвам преступления, это они делают только для того, чтобы больше закабалить людей, которые живут на этой территории, и чтобы больше им потом принести несчастье. Мы предлагаем и призываем, и просим людей, чтобы они, в общем-то, это все осознавали. Особенно этот наш призыв сейчас актуален к местам компактного проживания крымских татар в Херсонской области. В Крыму уже за 8 лет все уже, ну, скажем так, глубоко увидели и понимают вот циничность и преступную сущность любого представителя российской оккупационной власти в отдельности, и в целом они понимают преступность российской оккупации в Крыму. Но в Херсонской области еще некоторые люди могут за короткое время этого не совсем осознать. И поэтому здесь просим быть очень внимательными. Особенно к тем нескольким людям, которые выявляют коллаборацию с русскими солдатами, русскими войсками. Чохсагул Насриф Атагану, и тоже проанонсируем. Мы, как телеканал АТР, также завтра запланировали провести телемарафон, который продлится с 16:00 до 21:00. И в рамках нашего телемарафона мы тоже будем освещать все последние события, которые будут происходить, митинги, которые, возможно, будут проходить, молебные мероприятия на территории временно оккупированного полуострова. Будут соединения и наших соотечественников из Крыма, из представителей Меджлиса крымстарского народа, который находится здесь, ну и, собственно, представителей диаспор крымско-татарских, Турция, Румыния, Соединенные Штаты Америки и так далее. И увидимся уже с вами завтра. Чохсагун, что подключились к нам в эфир. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымстарского народа, был с нами на прямой связи, а я с вами вынуждена, к сожалению, попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским. Сейчас эфир продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты подготовили самые последние и актуальные новости. А после вас поприветствует мой коллега Айдар Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Будет интересно, не пропустите.